Я это хорошо помню. 4 детей, мать очень 2 раза там или порой даже 3 раза выпекала хлеб. Хлеб выпекать пищу, это дрова нужны, там на соломе, мы же и солому жгли, и там из рощи какой-то полусырые, там нужны сухие дрова, хорошие дрова. Как она ставит тесто, как она его укрывает, как это поднимается, как она с первой партией лепешки делает сначала на сковороде, а мы собираемся в школу. Хлеб же позже, или же хлеб горячий, мы сначала вот эти лепешки ели. Хлебопечение никогда не приносило большую прибыль. Отрасль, которую по праву считают ведущей в агропромышленном комплексе России, во все времена была и остается социально ориентированной, так как обеспечивает население самым главным продуктом питания – хлебом. За последние годы хлебопекарная промышленность претерпела глобальные изменения. Тысячи предприятий перестали существовать. В России осталось несколько сотен заводов, которые смогли выдержать натиск новых экономических реалий. То, что немец или швейцарец, или австриец, или голландец делает, мы тоже делаем, без проблем. У нас есть все теперь. Но это не так просто. Вот я более 4 века здесь руководитель, мы каждую копейку считая, мы, значит, команда смогли как-то, по крайней мере, до сегодняшнего времени смогли не только сохранить, приумножить. Отец фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны, мать колхозница. У нас 4 детей, 3 сыновей, девочка, я второй в семье. Из мальчиков у нас 3 первые мальчики. Дети. Тогда в деревне было много детей, много соседей, мальчиков, девочек. Вообще деревня жила очень интересной, красивой жизнью. Мы ранее были приучены к труду, и старшие, и младшие, мы все домашние работы, прежде всего хозяйстве. Естественно, все мы держали скот, большое, небольшое или какое-то хозяйство. Я очень сразу скажу, так благодарен отцу, одной руки левой совсем не было. И человек одной рукой, правой рукой умел делать все. А тогда инвалидов было в деревне много. Кто без ноги, кто там таких мужиков с фронтов было в деревне чуть ли не там через второй или там чуть ли не каждый. Соседские пацаны тоже там такие инвалидации были. В деревне приходится делать все. Ты и столяр, и плотник, и грузчик, и погрузчик, и что-то еще. Ты животновод, ты где-то и растениевод, ты где-то садовод. Мы не делили, там работа там мужская, или там это женская, такого разделения труда не было. Мы и полы мыли, и помогли стирать, воду таскали, естественно. Ну, я даже вам приведу пример. Мы с безруким отцом вместе детей построили себе дом, мы забор делали. Ну, тогда это сейчас есть доски, столбы, бруски, там проще. Тогда не так это было доступно. Мы научились из того, что есть, или там где-то осталось. Ну, неплохие вещи получались. То есть у нас всегда был дом в хорошем состоянии. Сосед Махмуд, мы друзья были, парень. Когда пойдем? Ну, куда идем? Ну, хотя, говорят, на ветеринарный пойдем. Ну, давай ветеринарный пошли. Ну, так получилось. Я поступил, он не поступил. А осенью так получилось, старший в армии, младшие ученики. Сначала отец попал в больницу, его оперировали через неделю.
мать попала в больницу. Я взял в октябре академию отпуск и приехал в деревню. Ну, спасать ситуацию или там как, ну, не знаю, как это назвать. И где-то же надо работать. Там тогда в деревне у нас была подстанция. Ну, я до следующей осени работал электриком. Там много тогда было аварий, все линии электропередач это воздушные. Часто обрыв линий. Я помню, на высоком таком столбе, там где-то метров, наверное, 16-18, приходилось соединить провода. Пурга, метель, обледенение там. В общем, достаточно непростая работа. Зато это школа. Вот. А потом снова вернулся в первый курс. В 73-м его окончил. В жизни ничего не происходит случайно. Это касается и любви, которая не приходит ниоткуда и не уходит в никуда. Она всегда бывает где-то рядом, чего-то ждет, надеется и верит. Рафаэль Юнусов со своей будущей супругой учился в одном институте. Ходили по одним коридорам, заглядывали в одни и те же лектории. Они обязательно должны были встретиться. Одноклассник говорит, да съездим, вот такая там живет, Савья, там, ее зовут. Она работала медсестрой в железнодорожной больнице. Заехали к ней, и вдруг она мне понравилась. Окончил институт, ну, девушка, я же говорю, ну, надо жениться, денег нет. Хотя я, будучи студентом, работал в двух местах, утром дворником работал, плюс еще плотником в институте работал. А еще был фотокорреспондентом институтской газеты «Вызовец». Так приходилось, интересное было время. Даже поскольку у меня электрик документ есть, я еще ходил иногда на дежурство стройплощадки электриком. За это тоже платили деньги. Ну, зато оделись, обулись, даже иногда какие-то подарки родителям покупал. На улице Ленина, на Кремлевской, была запись, там даешь тебе карточку, с этой карточкой едешь в Москву и покупаешь себе галстук, отделенную рубашку и еще брюки, хороший костюм. Мы ездили в Москву и, стоя в очередях, в общежитии провели в Красной Волге свадьбу. Ректор дал мою Волгу свою, еще кто-то там. Вот так мы поженились и потом поехали счастье искать в Среднюю Азию. Там жена устроилась медсестрой, я устроился врачом-эпизиотологом. Оттуда меня призвали в армию. Жена осталась беременной. Она в мое отсутствие родила сына. Но я служил, наверное, хорошо. Вернулся, мне предлагали остаться. Предлагали, когда я был инспектором областного управления, я проявил, возможно, неплохие способности. Я закрыл 2 района. Я обнаружил ящер там. Мне даже предложили сразу начальником отдела стать. Хотели сталинскую квартиру дать. Вот там, оставайся, будешь у нас. Потянуло на родину. Спасибо, я уехал. Потом семья позже. Но родина отнюдь не приняла его с распростертыми объятиями. Нужна была работа. Молодому ветеринару предложили должность на местном рынке. Так началась новая жизнь. Рафаэль понимал, для того, чтобы быть востребованным и крепко стоять на ногах, нужно иметь много специальностей, нужно много чего уметь. Так его занесло в строительный сектор. Дипломированный ветеринар стал участником практически всех больших всесоюзных строек. Его бригада принимала участие в строительстве промышленных объектов КАМАЗа. Они возводили трассы, магистрали, строили электростанции по всей России. Опытного специалиста, человека, который может делать практически все, пригласили на работу в Челнинский хлебокомбинат. Где только я не был. В колхозе работал, на стройке работал, система торговли хатытар такой работал. Швейни. Я даже после здесь швейную мастерскую открыл. То есть теперь то, что где, в каких местах я работал, все это теперь у меня есть.
У меня строймонтажное подразделение есть, у меня автотранспортное подразделение есть, собственная энергетика есть. Поэтому вот все то, что было, колхоз, естественно, я вам уже рассказывал, он есть. Поэтому вот когда мы говорим соединить землю с прилавком, вот возможно, ну, мы говорим Бог, Аллах берген, или там, может быть, так суждено было, чтобы жизнь лучше понимать, что такое строительство, что такое деревня, колхоз, что такое другие смежные производства. У меня и сейчас швейный участок есть. Так получилось, год реформ. Я здесь работал 5,5 года заместителем. Здесь то, что ничего не было, мы многие вопросы решили. По сырью, по другим, например, приведу годовой фонд агара 20 килограммов, допустим. Я нашел путь-дорогу, я из Тихого океана, там, побережья Дальнего Востока, привез 5 тонн. Это несколько лет фонда Республики Татарстан. Это дефицит же. Здесь 40 тортов, 40 штук делают. Его кому дать? Тут каждый день война. Это теперь сейчас я могу 20 тонн тортов делать. А там 40 штук. Все, больше нету. Сырья нет. Эпизод был. Татар хлебопродукту, Татхлебпрому. Ему дают по разнарядке там Совета министров 10 КАМАЗов, ну, на бартер. А здесь такая система была, я не скажу, никого не виню, но не дали. Для вас нету. Короче, мой генеральный, раз приезжать, 2, 3, все, он говорит, все. Я говорю, дайте мне эту разнарядку Совета министров. Ну, были друзья хорошие. Их всегда вспоминаю добром. Подуфалов Олег, начальник управления сбыта КАМАЗа. Ну, к нему доступ нет, с автоматами стоят там. Там у них своя милиция была, автоматами. Ну, короче, мы 10 ночи вечера оказались у Подуфалова. В час ночью от него ушли. Выйдет завтра 10 КАМАЗов. Пока никто не успел изменить это решение, мы после обеда на второй день все 10 машин выгнали. Но с генеральным была договоренность. Если я этот КАМАЗ выгоняю, половину оставляйте нам, Челных хлебзавод. И вот так и поступили. 5 ушли в Казань, 5 остались у нас. На 5 мы и сахар нашли, резину КАМАЗа нашли, эту резину куда-то туда, Ташкент продал, компрессора привезли, там, короче, там 100 каких-то других резин легковых и эластичных польского происхождения, их потом на что-то поменяли, там, короче, у нас много чего появилось. На день КАМАЗ в Китай отправил, Китай привез одежду там с друзьями, мы одели, обули весь завод, пальто, спортивка, ботинки, вот такое было время. Нержавейка там, наверное, дают фонд 100 килограммов. 100 килограммов нержавейки. Я через вертолет в военпром 10 тонн нержавейки привез. Мы долго жили с этим. Раз нержавейки есть, лист, труба такой, я его на что-то меняю. Это были такие годы. Я помню, как я на свалке нашел останки машины УАЗ автомобиль. Ульяновский двигатель нашел, где-то там коробку нашел, где-то там мост нашел. Короче, мы собрали эту машину. Номер получили даже, там приварили. Ну, что тут говорить там? Ну, короче, эта машина до сих пор в колхозе работает. Он летом возит этот обед комбайнерам, трактористам. Это были годы повального дефицита. Пустые полки магазинов, длинные очереди, рвущиеся с треском хозяйственные связи, паралич союзных министерств и ведомств, одномоментная ломка всех прежних экономических отношений. Не стало госплана, не стало госнаба. Промышленный сектор был выведен из равновесия. Заводы перестали получать заказы, и в результате многие из них оказались недееспособными. Но тот, кто смог пережить это смутное время, по сути стал закаленным как сталь,
Это была своего рода прививка, которая помогла выработать иммунитет на многие годы вперед. Люди на заборах висели. Вот трудные годы. Там КамАЗ не работал, двигатель сгорел. Там же, уже помните, какая жуткая картина была. Люди за хлебом на заборах висели. Трясли забор, да, мешок хлеба. Даже вот так. Было время, я тут сижу, а там атакуют ворота. Дальше мне отгружать надо одно время ГТП, вот здесь транспортное подразделение. Ну, умирает ГТП, у меня своих машин нету. В один день не пришлось 17 автомобилей, 17 маршрутов нету. Завод с их полным хлебом, магазины пустые, я виноват. Нет транспорта, я говорю, я не должен зависеть. Я вижу, или там он пришел без бензина. Пришел, встал, мотор заглох, бензина нет. Он пришел. А у них говорят, у меня нет денег, у меня нет бензина, а я должен. Вот мы так пошли, создали собственное транспортное подразделение. Вот это тоже побудило. Тогда же, в 90-е годы, его предприятие столкнулось еще с одной проблемой. Директора хлебных магазинов не платили за произведенную продукцию. Хлеб завод поставляет, продукцию отгружает, а денег нет. Именно тогда молодому руководителю пришла идея создать собственную торговую сеть, чтобы не зависеть ни от кого. Я одно время прекратил отгрузку. Тогда у меня некоторые машины были. Блокирую и ввожу на улицу магазина автомобилей. Хлеб, чтобы народ не восставал. Магазин не отгружаю, к магазину ставлю машину, одну-две и продаю хлеб. Вот такие, и потом начали стыки. А мне за муку платить нечем. Торговля крутит. Я говорю, у меня должна быть своя сеть. Принцип. Было время. Но вот они выстраданы жизнью и той ситуацией, которая заставляла нас искать какие-то решения выхода из той непростой ситуации. Как только он к нам пришел, и началось у нас второе рождение нашего завода и так далее. Мы пошли на перевооружение техническое, реконструкцию. И он выходит с крестьянской семьи, поэтому ему присущи такие качества, как самостоятельность, хозяйственность, независимость. Он сразу решил, что вот у нас на предприятии должна быть своя мука, а это значит мельницу надо построить, должна быть своя вода, своя котельная, свой транспорт, своя торговля, свои строители. Он не хотел ни от кого быть зависимым. И действительно, вот такой подход и такое решение, это способствовало очень, очень хорошей работе. Одно время ржаную муку возили с Бугульмой. Сначала Бугульма ржаную муку делает. Эту муку заполняют мешки. Эти мешки солдаты загружают в вагон. Этот вагон едет челный элеватор. Вот директор элеватора говорит, мне это невыгодно, ты сам как хочешь, я больше тебя из Бугульмы муку возить не буду. А я как буду возить? У меня вагонов нет, у меня система не выстроена. Я, конечно, пришлось за 2-3 ночи что-то там найти, муковозы, туда-сюда. Я за 2-3 месяца мельницу построил. Это называется новомодным словом «холдинг», когда одна компания под свое крыло берет несколько фирм, так или иначе связанных одной целью и одной миссией – довести свою продукцию от производителя до потребителя. Такая четкая система в Челнах работает уже несколько лет. В один холдинг входят предприятия по переработке сельхозпродуктов, распределительные центры, своя мельница, элеватор, АТП, агрофирма, торговые сети. Такой многопрофильный бизнес дает возможность для лучшей реализации своего потенциала. Мы теперь, вот скромный хлебзавод, мы, во-первых, территориально расширились здесь на 2,5 гектара. Здесь было болото. Теперь вместе болото автопарк. Ремонтные гаражи, ремонтные комплексы, там все остальное. Котельные, там производственные корпуса, системы водообеспечения, скважины, станки, агрегаты, там, то, что нужно для завода. Все это вновь построено. У нас даже забора не было, у нас даже крыльца не было, оно уже как корыто разбито там.
88 yılda ishga kirganda bizning bosuv edi mana bu o'rinda. Hozirgi vaqtda mana garaj, moyka, zapravka o'zi bizniki. Mana mashinalarni mana hozir оборудовать etib, bokovой pogрузкаларni ortdan kelib, plastmas savodlar bilan tashiymiz. O'zi bizning metan zapravkasi bor hozir. Borsida olg'a topa bunda tirishlik Rafail Suleymanovning tirishligi bilan barobar ishlagan. Ertan vaqti bilan kelamiz, kech bilan vaqti bilan qaytarib qo'yalar. Stalovoy bor, mashinalarimiz yangi borsidagan. Ishlarga barliq удобстволар бар. Судьба его родной деревни Миллятамак могла бы быть весьма печальной. После того, как развалился колхоз, люди стали покидать родные дома. Нет работы, нет денег. Именно тогда Рафаэль Сулейманович решил создать в своей деревне агрофирму. Так в Миллятамак появилось большое хозяйство. Сегодня здесь занимаются животноводством и растениеводством. Научились выращивать отборное, качественное зерно для своих же нужд. Потому его хлеб был признан лучшим хлебом в России. Отец очень энергичный человек, с большими амбициями, скажем так, да, то есть целеустремленный. Вот ему нужно достаточно все быстро, сегодня и сейчас. И требования, они никогда у нас особо не распространялись, там, что мне поменьше там, задачи, а кому-то побольше. Он в свое время говорил, что у тебя, раз ты сын, значит, должен быть лучше других, выполнять работу. Отец, он достаточно дисциплинированный, жесткий руководитель, и его энергия часто там выражается в виде пинка вперед, и разговор на этом закончен. В ближайший год-два я вполне прогнозирую полную ликвидацию или там очищение от рынка продуктов ритейла местных представителей торговли. Он трижды был депутатом Верховного Совета Республики Татарстан. Народный избранник неоднократно поднимал вопросы, связанные с сохранением и развитием местных производителей, местных розничных компаний, так как это был вопрос экономической и социальной независимости регионов, вопрос продовольственной безопасности. По мнению Рафаэля Юнусова, у пришлых компаний, крупных федеральных игроков всегда одна цель – это передел и монополизация рынка, который в итоге так или иначе бьет по карману обычных потребителей. Я должен сказать, что в татарских деревнях во все времена был культ хлеба. Особое отношение к хлебу и сейчас оно сохраняется, так как только деревенские жители могут знать, понять сполна, каким трудом достается урожай. И как все сельчане, я и сам всегда дорожу крошкой хлеба. Если вдруг уронил, и в прошлом, и сейчас, всегда подниму. Этому учу и правнуков. Так что уважение к его величеству хлебу у Рафаэля Сулеймановича в генах. Наверное, поэтому судьба в свое время вернула его из города в деревню, а затем набережной Челны хлебный комбинат. Он создал в Муслимском районе успешную агрофирму «Туган-Як» для обеспечения компании «Челны-хлеб» мукой из муслимской плодородной земли. Заботливый руководитель, опытный менеджер и, главное, щедрый и скромный человек. Он радуется успехам других. Для него нет чужого горя. Он, на мой взгляд, прирожденный благотворитель. Мне кажется, он счастлив тогда, когда ему удается помочь или создать для кого-то возможность для их успеха.
Он на протяжении всей своей деятельности очень много занимается меценатством, благотворительностью. Я вот когда и в правкоме работала, потом даже уже когда я не работала, мы много кому помогали. У меня сейчас на памяти даже и не вспомню кому. И детским домам, и домам-интернатам, и домам престарелым, и одиночным гражданам, и различным спортивным, ну, очень много. А действительно ли талантливый человек может быть талантлив во всем? В чем заключается феномен таланта? В опыте, в умениях, в трудолюбии, в упорстве, в благодетели? Может ли один человек совмещать в себе все эти качества? Наверное, все-таки может, если все делает не руками, а сердцем. Когда оказались в Дюссельдорфе, там, я помню, 198 ведущих компаний мира, лучшие в мире выставились. Это что-то было. Вот мир изменился для меня там. И те линии, те технологии, те мощности и наши возможности, и тамошние, вот это изменили по мне все. Я по приезду 2 недели ходил по улице и много себе места не находил. И как-то клялся, что для себя мы должны быть такими же. Вот я надеюсь, мы смогли это сделать.